Марш дойлшу таганвай и солдарсю. Лунный свет на русском языке. Эрсимата беттеса на чеченском языке. Монд лихт на немецком языке. Беттеса лунный свет, монд лихт. Горы. Горы. На русском языке это когда много. Гора, если единственное число, если только одна гора. Горы на русском языке, лямнаш на чеченском языке, лямнаш, лам, если это единственное число. Берг на немецком языке, берге, если их много. На немецком языке. Берг, берге. Берг единственное число, если только одна гора. Берге это когда много виднеются горы. Дом на русском языке, эрсимата, ц на чеченском языке, нохчимата. Замок, если это большой такой дом, на русском языке, чао это на чеченском языке, нохчимата. Этот дом у нас, он как бы не такой, как жилой обычный дом, он выглядит намного больше, поэтому мы взяли оба названия. Хаус на немецком языке, шлосс на немецком языке. Шлосс – это когда замок, когда крепость какая-то. Хаус – это тот дом обычный, который мы привыкли называть домом. Это дом, где живет одна семья. Man kann auch auf deutscher Sprache Familienhaus, Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus. Это значит, это дом, где живет одна семья или много семей. Haus, Schloss на немецком языке. Дом, ц, замок, чао. Это у нас на русском и чеченском языках. Хаус, шлосс на немецком языке. Природа на русском языке. Эрсимата. Алам на чеченском языке. Нохчимата. Бабушка не дает расправиться нашему слову алам. Смотрите, прямо встала над словом и не дает выпрямиться. Да, очень красивый слайд. Мне бы вернуться в детство. Смотрела бы бесконечно на эти бабочки. Природа на русском, алам на чеченском, динатур на немецком языке. Динатур. Ди – это артикль, он прикреплен к словам, к существительным, ко всем существительным, но во многих моих слайдах я вот эти артикли не пишу, так как это определенно отдельная тема. Чтобы выучить правила и знать все эти артикли на немецком языке, это займет у нас очень много времени. Поэтому я пишу только номен, только слово в переводе слово в слово. Русский, чеченский и немецкий. Но в некоторых случаях я приписываю и артикль этого существительного. Динатур. Динатур. Это у нас природа. Мост на русском языке. Тей на чеченском языке. Брюкке на немецком языке. Тей это слово звучит
можно сказать, межзубное. Это Т, это двойная буква чеченская, Т и А. И это звучит как буква, которая произносится, язык мы вытягиваем между зубами и произносим эту букву. Река на русском языке, Хи на чеченском языке, флус на немецком языке. Флус на немецком языке, Хи на чеченском, река на русском языке. Речку эту можно назвать на чеченском языке и другими словами, но мы ограничимся сегодня. Мужчина. Мужчина на русском языке, стыг на чеченском языке, ман на немецком языке. Если вам понравилось, поставьте палец вверх, следите за уроками, и мы продолжим изучать немецкий, русский и чеченский языки. До скорых встреч. Спасибо за просмотр.